Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 27. Но прежде еще раз хочу напомнить о необходимости уважительного общения на нашем канале. Не засоряйте эфир своими бестолковыми высказываниями. Чушь, бред, до каких пор, перестаньте, надоело. Самые первые лучшие это казахи, киргизы, узбеки, иранцы, русские и так далее. Не позорьте себя и своих соотечественников. Надоело? Идите создавайте свой канал и восхваляйте там киргизов, башкиров, узбек, иранцев, русских, кого хотите, хоть инопланетян. Но наш канал создан для всех тюрков. И не только для тюрков, но и всех тех, кто серьезно занимается, серьезно интересуется изучением тюркской и мировой истории. Весьма характерны видеоролики, посвященные исследованиям малоизвестного у нас ученого-лингвиста Отто Рерика. Исследования об индейцах. Примечательно, что Отто Рерик жил и творил в конце XIX века. И он даже не тюрок, он американец немецкого происхождения. Рерик был настоящим полиглотом. Он владел всеми основными европейскими языками, тюркскими наречиями и языками Океании и индейцев. Более того, он жил среди индейцев, изучал их язык, говорил на нем. И ему нет никакого резона возвеличивать и повышать значимость тюркского и татарского языка. Но вот из какой-то подворотни, извините меня, или камышовых зарослей выползает на Божий свет какой-то недоучившийся недоросль, не умеющий внятно излагать свои мысли даже на своем родном языке, и объявляет все это бредом сумасшедшего. Или возьмем другой пример. Книга татарского писателя «Великий тюркский язык». Эта книга написана на простом, доступном русском языке, с юмором написана, с увлечением написана. Автор в совершенстве владеет и русским, и тюркским языками, и еще и другими языками. Он продолжает дело американского ученого Отто Рерика, знаменитого казахского писателя, чья мать, кстати, была татаркой, речь об Олжасе Сулейманове, продолжает исследования академика Абрара Каримуллина и многих других исследователей. Рафис ага Салимжанов выстроил стройную языковую концепцию. Нельзя выдергивать из нее отдельные звенья, иначе вся конструкция рушится. Надо воспринять ее целиком, послушать до конца, какие аргументы он приводит. И потом вы сами поймете, какой язык из какого произошел и почему. И вообще, как строились и создавались языки, и почему Рафис ага Салимжанов назвал свою книгу «Великий язык тюрков». Извините за столь длительное вступление и менторский тон. Еще раз призываю всех к корректному и уважительному общению друг с другом. В заключение еще вот что хочу сказать. Наш канал не монетизирован. Мы не гонимся за пустыми лайками, количеством комментов, просмотрами даже не гонимся. Нам главное создать круг людей, которые серьезно увлекаются, занимаются, изучают историю и языки тюрков, и мировые языки, и мировую историю. Пусть будет нас мало,
но пусть будет это круг по-настоящему серьезно увлеченных поиском истины людей, ибо история переводится как поиск истины. А теперь приступим. Великий язык тюрков, выпуск 27. Фрагменты. Велик и могуч русский язык, да страшно молод, ему не более 1000 лет. Академик-лингвист Залезняк говорит о 1000 лет с небольшим. По историческим меркам это все равно дитя. Если человек изучил и знает только один русский язык, считай, что он одел коньки и несет его как на льду, так как это язык очень молодой, очень эмоциональный и очень экспрессивный. В скобках это я говорю в бане и только себе. Остановиться он больше уже не может, так как у молодых языков, по-видимому, слаба система самоконтроля. Опять в скобках, потихонечку. Это мои измышления в бане, не обращайте внимания. Бывалые говорят: монголо-татары 800 лет назад пришли и научили нас пить водку, сквернословить и лентяйничать. Ха-ха. 800 лет назад еще как такового и русского народа, а также и татарского народа в сущности не было. Вместо русского народа и татарского народа гуляли по степи и по лесам разные племена: уграфинские, тюркские, славянские, каждый на свой лад. Бывалый говорит: ах, как хорошо! Отечество, отчизна, отчий край, родина, родной очаг, русское поле, русская береза, русские блины, русский каравай, русские пельмени от языка сибирских татар, пельмен, уши, русские сапожки, русская зима, русский снег, русское солнце. Короче, что есть вокруг, в окружающем мире, все это назовите русским. Так как это язык молодой, все вытерпит, не моргнет даже. Воздух? Ах, какой свежий, чистый русский воздух в просторах России. Вода! Ах, какая приятная, чистая, свежая русская вода в наших родниках. Поэтому вы думаете, бывалый на этом остановится? Нет, он покатится дальше на своих коньках, так как кажется ему, что это будет уже не совсем правильно. Раз береза русская, раз зима вся наша русская, и снег тоже оказывается весь русский, и сапоги все сплошь тоже русские, и блины, и поле русское, и край, и шаль. Добавок вот эта баня тоже русская. Чего уж не идти вот на такие шествия, чтобы все привести в такой же порядок, что есть в природе и окружающей действительности. Вот на своих коньках некоторые выходят для полнейшей 100% гармонии на такие вот шествия. Волгоград – русский город, Тюмень – русский город, Казань, от тюркско-татарского Казан – русский город, Чебоксары – русский город, Ижевск – русский город, Уфа – русский город. Что хотели делать англичане в Индии? Чуть-чуть не сделали 70-80 лет тому назад немцы в России. Немецкая культура, ахтун, ахтун, немецкая чистота, немецкое оружие, немецкий порядок, немецкая точность. Ушли немцы, чуть не назвав березу, снег, поле и солнце немецкими. Итак, чтобы не так сильно отстать от других, мы, пожалуй, тоже распределим все деревья по нациям и народам, проживающим в РФ. Липа пускай будет татарская, больно красивое дерево. Ель удмуртская, соседям не жалко. Клен чувашский, осина башкирский, сосна мордовский, черемаха якутский. Черемаха не пойдет? Лучше сосны нет для тайги в Якутии. Пускай якуты тогда обменяются сосной мордовцев. Великий народ Мордва, возьмите черемуху. Что, плоха черемуха? Засветет на зависть всем соснам. Бац, поры открывается. Еще мысль. Зима русская. Чем мы хуже? Возьмем да назовем лето башкирским, балкарским, чеченским,
Ах, башкирское лето, ах, балкарское лето, ах, чеченское лето. Звучит-то как? Как же мы до этого не додумались? Как мы все это до сих пор не понимали? Взгляни, какое словосочетание, как поэтически звучит. Башкирское лето, балкарское лето, чеченское лето. Может быть, лето действительно оно башкирское, нагайское, крымско-татарское, да? Может быть, коми-пермяковское, может быть, хакасское, шорское, а солнце вот чукотское солнце. Кстати, оно действительно чукотское. Ладно, прервемся. Так далеко можно зайти. Хотя сижу в бане, потею и думаю дальше. Надо, пожалуй, организовать шествие. Уф, какое еще шествие? А вот такой. Москва – татарский город. Кремль – татарская крепость. Зачем же организовывать такое шествие? А чтобы показать, чем мы хуже других. Потом после нас пройдут такие же шествия, точно такого же содержания по всем городам России, так как они, их можно понять, тоже ничем не хуже других. Москва – город Мордвин. Оно действительно когда-то было городом Мордвин. С одной стороны Москвы-реки жили племена мордовцев, с другой стороны жили тюркоязычные мещера. Мещеряки, заметим в скобках, мишары. То есть татары-мишары. Москва – город евреев. Москва – город кавказцев. Москва – город китайцев. Ладно, нет, не будем мы организовывать шествие. Ни березу, ни липу, ни поле, ни снег, ни зиму, ни сапоги, ни блины, даже Кремль, хотя и имеем на это все основания, татарскими называть мы не будем. Смешно все это, не будем позориться. Секрет появления великой русской литературы – многоязычие. Кто не знает чужих языков, тот ничего не знает о собственном. Гёте. Открою большой секрет. Россия всегда была многоязычной и многоментальной. В этом сила и величие этого государства. Жить в России и знать один из языков его народов еще никому не мешало. Хотя бы чуть-чуть понимали, откуда ноги растут. Одним единственным языком эта страна никогда не жила и не управлялась. Всегда был какой-нибудь второй запасной язык, например, татарский, тюркский, который во время ханов был первым, или языки мордва, удмуртов, мари, коми, обладатели которых после принятия ими православия стали русским народом. Но до этого, естественно, говорили на своем языке. Есть примеры по этому поводу просто поразительные. Например, знаменитый русский герой Иван Сусанин не знал русского языка. Его родственники после его гибели наняли переводчика, чтобы написать письмо императрице. Элита страны разговаривала или по-татарски во времена монголо-татар и еще долго после них, или по-немецки во времена Петра I и позже, или по-французски конец XVIII и весь XIX и начало XX века. Классики русской литературы Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Тургенев знали по нескольку иностранных языков. Лев Толстой признавался, например, что он не только читает, но даже думает по-французски. Секрет великой русской литературы в том, что она вся вышла из рукава шинели многоязычия. Русские отстали от своей культуры. Парадокс, но, по-моему, русские сами отстали от своей культуры, идя по опаснейшему пути красного самодержца Иосифа Прекрасного. Сталина, то бишь, в скобках. Российская культура была основана на многоязычии и многоментальности. Согласитесь, человек, который знает хотя бы 2 языка, становится гораздо развитее и интереснее, чем человек, который знает только 1 язык. Россия всегда была многоязычной. Думаю, что человек должен знать минимум 2 языка. Второй язык обычно становится языком его мысли. Если человек, который живет в России, знает только русский язык и не знает никакого другого языка,
то считайте, что он будет все время бросаться из одной крайности в другую, так как на мир он смотрит только через призму родного языка, который, к сожалению, имеет некоторые свойства увеличительного стекла. Новые молодые языки, как недавно появившаяся цветная фотография и цветной телевизор, иногда слишком сильно сгущают краски или иногда не очень точно передают изображение. В скобках замечу. Не обращайте внимания на этот бред. Это я говорю только в бане и только самому себе. Господин товарищ, не сочтите это за обиду, за унижение великого русского языка. Я сам являюсь одним из тех, кто любит и уважает этот язык, так как он стал языком культуры, науки, межнационального общения всех народов России. Кто это отрицает? Но раз мы начали тему исчезновения, вернее, зело тихого подавления басурман, как говорил Петр I, и уничтожения других языков, в том числе и татарского, все-таки этого нельзя делать ни под каким предлогом. Не надо все время раскачивать лодку народов, делая крен от тюркско-татарского «крын» на сторону русского народа и русского языка. Утопим мы свою федерацию, и исчезнет путь, по которому мы шли вместе. Надо беречь языки народов, как зеницу ока. Этим мы, пожалуй, лучше сбережем и русский язык. Суть великой русской культуры. В чем суть от тюркско-татарского великой русской культуры? В изучении культур других народов и в развитии русской культуры на основе изучения культур других народов. Это и невидимая простому глазу основа основ русской цивилизации. Я выше привел примеры того, как много взяла русская культура у татар и тюрков. В русском языке что ни слово, то татарское. Даже слово «русский», вернее его часть, окончание «ки», это окончание татарского языка «кы». Если пристальнее поглядеть, ставшие после революции популярными фамилии типа Троцкий, Урицкий, и они были образованы при помощи того же тюркско-татарского окончания «кы», «кы». Даже слово «великий» – не что иное, как татарское «лук» с приставкой «в», «волук» и «ки». Даже такие основные государствообразующие у России слова, как Кремль, и кончая такими до слез русскими словами «отечество», «родной очаг», «дворян» и «бояр», «барин», «барышня», взято из неисторического тюркско-татарского языка. Неисторического в кавычках, конечно. Я привел выше пример того, насколько много в том же русском народе, даже цыганского, начиная от песен и кончая исконно русской, в кавычках, пляской яблочко. Я также привел десятки примеров того, как много в той же русской культуре чисто еврейского, это уже в советский период, начиная исконно русскими, в кавычках, талантливейшими писателями Ильфом и Петровым, кончая исконно русским, в кавычках, великим поэтом-бардом Высоцким или исконно русскими, в кавычках, великими режиссерами евреем Леонидом Гайдаем или исконно русскими артистами, в кавычках, евреями Георгием Вициным, Савелием Крамаровым, Владимиром Этушем и так далее. Господин товарищ, Россия, как вам сказать, это в некотором роде губка. Много там взяла да вобрала в себя эта губка всяческого, теперь вовсе не замечаемого и вовсю сросшегося с русской культурой. Сколько русская культура взяла, например, у украинцев, начиная с Хохла Гоголя и всех остальных, много не сосчитать. Сегодня я наблюдаю интересную картину того, как входит в российскую эстраду совершенно новое явление – кавказская эстрада, которая идет совсем не по пути западоамериканцев. Основа российской культуры состоит в том, чтобы быть открытым всем народам и учиться у всех народов. Шовинизм бывалых – это уход от культуры. Воспринимая себя как элиту, некоторые русские патриоты, в кавычках, сами отстали от своей культуры.
До сих пор некоторые славные наши соотечественники не поняли, что Россия сильна изучением и познанием других народов, а не их подавлением. Так что русское поле, русская печь, русская баня и все сплошное русское как раз и уводит от настоящей русскости и величия этого государства. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.